юность, моя молодость, моя жизнь. Вот этот сначала я отдыхала в санатории Чолпон-Ата для детей, потом стала отдыхать здесь в санатории Совмина. Был домик Булатова, сейчас его не видно, так деревья разрослись. И вот папа привозил гостей, и мы на этом торпедном катере вместе с ними катались по Иссык-Кулю. И папа с Айтматовым переплыли оттуда вот до Голубого Иссык-Куля. Плыли вдвоем, да. Но, конечно, впереди была лодка, чтобы немножко страховка, да. Но они доплыли до туда. Папа же очень хорошо плавал, и он так любил Иссык-Куль, он мог вот часами просто в воде. У него одна голова была, и он в воде просто вот так вот. И видно, тоже, вот как сейчас сказали, медитировал. И таким образом снимал весь стресс и получал новую энергетику. И мама всегда ему кричала с берега: «Асанбек! Асанбек!» Боялась, чтобы что-нибудь не случилось. А он спокойный же был. И выходил так не спеша, говорит: хорошо, любил страшно. Я вам благодарна за то, что вы сейчас опять заставляете меня вспоминать моменты этой жизни моей, когда Джумахматов, молодой дирижер, но я, естественно, еще ребенок, и вместе с мамой прихожу в театр, и всю оперу, репетицию оперы провожу за его пультом. Он дирижирует, одной рукой меня придерживает, а другой дирижирует. И я слушала всю оперу, 4 акта, и никогда меня это не утомляло. Когда мне было 4 года, я участвовала ребенком в опере «Чо-Чо-Сан». Главную партию тогда исполняла Сайраки Избаева. И когда она пела свою последнюю арию, у меня слезы текли из глаз. Она держала меня на руках, и у меня это чувство до сих пор осталось, врезалось это мне в память. Просто мое счастье, что я имела возможность вот постоянно впитывать в себя, потому что то же самое делала и мама дома. Чудеса оживают, словно в сказке волшебной. Там молочные реки, шоколадные горы, там хрустальные травы растут. Только я дорогу в детство не могу никак найти. Может быть, ее оставила я где-то позади. Может быть, за старой дверью, может быть, большой пещере начинается она. Днем и ночью ищу я город детства чудесный, но с моей мечтою мне проститься пора.
Видно, в городе этом смеха, сказок и песен мы бываем один только раз. И дорогу в город детства не смогу уже найти. Уже мной ее оставила я где-то позади. Может быть, заставит дверью, может быть, в большой пещере начинается. В будущем, когда я уехала учиться в Ленинград, и у меня были замечательные педагоги по каждому предмету. Это просто было такое счастье, и именно поэтому мама и отправила меня в Ленинград, чтобы вот я смогла бы, во-первых, живя в этом городе, который сам по себе город искусства, одна улица Зодчего Росина, на которой мы учились, это архитектурное произведение, театры драматические. И в то время такие великолепные актеры, не только балета ведь, но драма. Вот рядом с нашим училищем был театр имени Горького, где режиссером был Георгий Товстоногов. И в это время там работали и Лавров, и Юрский, и Доронина, и Смоктуновский. Именно в это время такие замечательные спектакли ставились. И рядом с нашим училищем был театр имени Пушкина, где творили Меркурьев, Симонов, Толубеев. И мы ходили на все эти спектакли, мы их видели воочию. Но самое, конечно, для нас было очень интересным, что эти актеры, когда мы днем выходили, проходили мимо театра, он же рядом с училищем, они стояли у артистического выхода, вот все такие величавые, и каким тоном они говорили. Это все очень большая школа, и поэтому, естественно, мне в данный момент, после распада Советского Союза, где-то очень в душе становится горько и обидно, что уровень культуры падает. Но я не скажу, что это только касается Кыргызстана. Это в мировом масштабе происходит. А вот здесь вот раньше же был дом Ауэзова, не знаю, сейчас Мухтара Ауэзова. Даже у мамы есть фотография, они с Мухтаром Ауэзовым так вдаль смотрят, вдвоем. Мама же была очень эмоциональная, она нас заставляла, вы знаете, тогда же здесь ничего не было, вот Чолпоната этот, да, сейчас пансионат, да, а тогда же ничего не было, и вот здесь вот по берегу просто палатки ставили и приезжали дикаря отдыхали. И вот мы отсюда шли пешком по берегу, и с Гульмирой она нас по-спартански воспитывала, по песку, по горячему. Тогда было жарко очень, но в июле, правда. И вот мы доходили вот туда, на самый, и там она нас, значит, мы прямо нагишом, никого не было, лежали сначала на песку, согревались, а потом в озеро и обратно возвращались. И после отдыха дневного сажала нас в лодки, сейчас вот здесь лодки есть, и вот заставляла нас грести. Мы с вами познакомимся, это будет... Сегодня мы были в Рух-Орду, и там во всех святых местах, которые там представлены, разных религий,
И какая бы религия ни была, а везде же молились за то, чтобы вот это небо, которое нас соединяет, что мы вот дети природы, мы вот оттуда, откуда-то появились. Это трудно вообще объяснить. Это когда начинаешь анализировать все это и думаешь, как же вот человеческая жизнь, она так интересна, но в то же время и у нее очень такие стороны есть, которые нас очень ранят. Это когда теряешь близких людей, и когда уходят вот такие великие, которые вложили очень много. И потом постепенно они забываются. И вот надо отдать должность, поклониться в пояс тому, что вот в этом Рухорду сохраняются личности, которые творили, которые стремились, чтобы наша жизнь была бы еще краше, чтобы людям действительно было бы какое-то доставляло удовольствие жить на этом белом свете. Одна из первых участниц в опере «Манас». И вот эти мелодии из оперы, они же рам-парам-парам-папам, тарарам-рам-папам. И всегда она с таким большим уважением рассказывала о Саакбае Каралаеве. Он уже в 1958 году участвовал в «Декаде» в Большом театре. И мама говорит, он там так воодушевился на сцене Большого театра, что его остановить там не могли. А концерт имеет рамки же. И мама всегда говорила, вот истинный исполнитель, но он не исполнитель, он просто от Бога же посланный, чтобы передать народу вот этот эпос, да. И вот сейчас я прихожу к выводу, раньше как-то я этого не понимала, что каждый человек на эту землю приходит со своим предназначением. Вот кому-то это стезя, вот каждый идет своим путем. И используют возможность, которую тебе дают. Да. Вот посмотрите, Моцарт, Бетховен, ну и, естественно, у нас это был Манас и его сказители. Он как живой прямо, а? Прямо такие глаза. Как будто вот он сейчас мне скажет, а я ему говорю, Чингис Терекулович, а почему у вас герои всегда положительно умирают, а зло побеждает? А он говорит, я не знаю, у меня, говорит, в голове они живут, как они живут, я просто пишу. Ну что ж поделаешь, вот так вот. В то время государство действительно старалось лучших из лучших.
И мы жили по принципу «прежде думай о родине, а потом о себе». И вот такие идеология была поставлена, конечно, на очень высокий уровень, и искусство шло впереди, и спорт, а сейчас все только на деньги. Как вот я сейчас вот фонд Чолпонбека выпустил книгу воспоминаний современников, и последнее там его интервью по радио, что ли, где он говорит: я не люблю это слово рынок, рыночная экономика. Как я могу сказать, сколько я стою? И действительно, мы-то никогда не говорили, а сколько нам заплатят за это. Мы прежде думали о том, чтобы с честью и достоинством представить вот, нашу республику, когда мы выступали за границей, чтобы не говорили, откуда они приехали, ой, какой кошмар, какой ужас. И куда бы мы ни ездили, всегда же говорили, откуда вы приехали? Мы даже не знаем, да. И потому что выходил Менджелкиев и начинал петь и итальянские песни, и наши киргизские песни, и арии из оперы Елисей Талиев, Кайыргуль Сарбаева. Это же действительно был уровень высокий, и образование было получено очень хорошее. Впереди у наших артистов много теплых встреч со шведской аудиторией. И везде им будут вот так же аплодировать и восхищаться их мастерству и таланту. Психологи говорят, что не надо возвращаться назад, надо все время идти вперед. Но все равно воспоминания остаются. Я только и все время и всем говорю, живут во мне воспоминания, слова любви, слова признания, живут во мне воспоминания. Я помню, я живу. На гастролях, вот там нас в Большом театре вот организовывали, мы участвовали. А он говорит, если ты так все хорошо помнишь, книгу пиши. А чего мне писать? Некогда. Ой. Это вот надо уединиться вот здесь на природе. Вот как Айтматов здесь, он Да, же он фактически здесь все писал. здесь же все писал. И когда мы с ним на пляже вдвоем только остались, уже в сентябре месяце, в начале сентября все уехали, мы с ним вдвоем на пляже утром. Я занимаюсь вот так вот на пирсе, стою и вот постоянно все там, пам-пим-парам-пам-пам, а он плавает. И потом на берег выходит, говорит, Айсуло, а что ты мучаешь себя? Отдохни, да. отдохни, как в «Пиковой даме». Ах ты, матушка, раскрасавица, отдохни, отдохни. А я говорю, а вы здесь работаете? Конечно, я же здесь все книги пишу. А я говорю, вот и я работаю. И благодаря Исыкулю я очень много познала, потому что здесь особая энергетика. Здесь я свое
и духовное, и профессиональное мастерство повышало, потому что здесь я и прыгала на песке, и прыгала в воде, и занималась каждый день. А духовное это вот то, что нас окружает, вот это то, что сейчас воплощено в Рухордо. Да, да, да. В теперешнее время молодежи сложно овладевать профессией своей, действительно повышать свой профессиональный уровень, поехать учиться в ту же Москву, в Ленинград, это теперь очень сложно. А государство ведь нас тогда посылало, хотя потом лично я училась, тоже родители оплачивали мою учебу, и учебу Гульмиры, которая в Москве училась. И поэтому я вдвойне с ответственностью относилась к учебе для того, чтобы оправдать то, что мои родители, может быть, себе в чем-то отказывают для того, чтобы я получила образование. Я очень люблю камни. Каждая своя форма, каждый себя. И, конечно же, это потом все о чем-то говорит. Поэтому вот там тоже один камень в форме сердца. Видите, какой я камень нашла? Это мое большое-большое сердце, которое я дарю всему миру. Я тоже, когда-то мне папа сказал, ты космополит. А я люблю весь мир, я люблю природу, я люблю землю, я люблю все, что несет красоту. И эту красоту несла сама, и сейчас это передаю и детям. Да. Bir sesim verdim canıma.
жылқышым сенің ырдап жатқаның жағымды бір сезім бердің жаныма. О жылқышым сенің ырдап жатқаның. Всегда хочу сказать спасибо моим родителям, которые с детства приучили меня к натуральной еде. Именно наша еда, вот этот кумыс, наше мясо, как мама всегда говорила, вот я сразу чувствую, когда мясо с тяньшаня, и какой у него вкус. И мы к этому приучили. Когда я училась в Ленинграде, приезжала на каникулы, она с группой, они ездили по Джайлю, по Тяньшаню, Алай, Арпа, и меня она брала с собой. Я говорю: мама, ну можно я останусь здесь? Нет, нет, давай, поедешь там, посмотришь и жизнь, и в то же время и энергию получишь. И вот прямо ночью, там, пока барана зарежут, после концерта, пока он сварится, я у нее на коленях сплю, а она уже, когда где-то в 3 часа ночи только бульон подают, она обязательно меня будет. Я говорю: мам, я не хочу. А она, и Чичи говорит: «Этетке сорпо бетке». Это какая-то мистика в моей жизни, потому что мама всегда мечтала увидеть Стамбул. В детстве я помню и Стамбул, Константинополь, всегда она это пела. Потом в 1969 году мы поехали отдыхать всей семьей, значит, мама, папа, Гульмира и я. В Варне отдыхаем в Болгарии, плаваем там в Черном море на Золотых песках. И она говорит: вот смотрите, вот там Стамбул, можно доплыть. Я там не буду, а вы там будете. Это в 1969 году она так сказала. Я тогда даже и у меня в мыслях не было. Я же с детства пела: не нужен мне берег турецкий, чужая Африка мне не нужна. Я пела такие патриотические песни, и Турцию-то я знала только как вот османскую, где с такими усами, вот с такими шапками, в шароварах, вот это кылычи. Ну а тут вот так получилось, что когда Союз распался, и вдруг мы оказались в таком состоянии, когда в сберкассе все деньги, на которые я рассчитывала, что это как раз уже был мой, можно сказать, предпенсионный возраст. И я думала, что когда я выйду на пенсию, то, в общем-то, жить буду спокойно, тихо и передавать здесь свой опыт. Но вдруг так получилось, что оказались и без денег, без ничего. И в это время опять вот как такое знамение приезжает из Турции Сулейман Демирель, и собирают нас, деятели культуры, в музее. Еще рядом со мной, я помню хорошо, сидел Арсен Умуралиев, и выступает помощник Демиреля, Намик Кемаль Зейбек, и он, значит, говорит: biz Türkiye'de 60 milyon kırgızlar yaşıyorlar. Еще Арсен Умуралиев говорит: а кайдакы 60 миллион, откуда? И после этого я к нему подошла и говорю: вот
Siz söylədiniz 60 milyon. Daha bir kırgızdı alabilir misin? Ну, где-то просто пошла, Так получилось. вот так вот меня толкнула, а он мне говорит, проблем yok. Так вот уже, казалось бы, мы же не рассчитывали, что так это затянется, да. Работаем, и контракты с нами каждый год они заключают. Не знаю, как будет дальше. Жизнь покажет, все там. Амурчик. Вот этот амурчик мне и помогает в жизни. Да. Ангелы Да, небесные, ангелы небесные. которые всегда меня поддерживают. И, конечно же, это души и папы, мамы, и Кувана, которые вот я чувствую их ауру, и они продолжают мне все время быть поддержкой духовной. И в такие трудные моменты, конечно, бывает очень тяжело, но так жизнь устроена, что поделаешь. Но их душа всегда рядом. Я думаю, что и сейчас они здесь Да. и радуются тому. Да, у вас со Соколом много связано. Вообще, да? Вся И жизнь. действие, Вся жизнь. Да. маңдайыңнан шам жамған талант төзү жар салган таныч сени кең алам айкөл элдин нур кызы ала тоонун жылдызы айдын көлдүн ак куусу Айсулу ла тарарарарара тарарарарара. Мои пожелания – это пожелания мира, счастья, благополучия, чтобы вот так же всегда цвели розы, светило солнце, было голубое небо, и у людей было настроение творить, дерзать, двигаться вперед, видеть мир, любить свою землю, любить весь мир и не терять вот это чувство веры, надежды и любви.